Обозреватель портала «Идель Реалии» и «Радио Свобода» Артур Асафьев. Добрый день, Артур. Добрый день. Напомню нашим слушателям номер для СМС-сообщений, куда вы можете присылать вопросы нашему гостю, +7 927 304 1051, а также пользуйтесь мессенджером Telegram, туда даже удобнее. Те, кто уже начали его использовать, я думаю, в этом успели убедиться. Прямая трансляция у нас запущена в Фейсбуке и на Ютубе, однако сразу возникает вопрос, да, много ли зрителей наберется параллельно с прямой трансляцией обращения к Владимиру Путину? Артур, кстати, успел посмотреть первую часть до нашего эфира? Нет, не успел, был занят другим. Ага. Я потом прочитаю в изложении. Ну вот я немного обратил внимание, целый час Владимир Путин говорил исключительно о вопросах внутренней политики и даже вот таких частных каких-то вещах, да, там повышение зарплат, значит, расширение программы «Земский доктор» на педагогов, то есть земский учитель планируется внедрить и все прочее. То есть никаких вопросов внешней политики, только вот внутренние. Такое создается ощущение, что если не откат, то попытка сгладить последствия пенсионной реформы. На твой взгляд, вот смена риторики, что ли, да, в рамках послания, это лишь какая-то такая конъюнктурная величина, которая вот выгодна сейчас, или это смена курса, может быть? Да нет, я думаю, это просто смена риторики. Но она была неизбежна, поскольку с начала этого года произошли многие изменения, ухудшения положения нашего уровня жизни. Вот это, все знают, и пенсионные реформы, и повышение НДС, и многие другие повышения тарифов. Вот, ну и Путина постоянно упрекали, что он внутренней политикой уже совсем не занимается. Исключительно занимается внешней, видит себя там в мечтах, может быть, императором земли и так далее. Ну, видимо, ему посоветовали все-таки подробно изложить, потому что он, когда после инаугурации снова обновил свои так называемые майские указы, и потом в течение года видные экономисты, отдельные экономисты доказывали, что просто нет-напросто в стране денег на выполнение этих майских указов, на повышение, на должном уровне, реальном повышении зарплат учителям, врачам, бюджетникам. Так что все это просто-напросто неизбежно, и проблем накопилось огромное количество и в образовании, и в медицине, и в науке. Ну, подождем еще, ведь он только пока еще читает. Я думаю, внешней политике он тоже уделит внимание, конечно. То есть без этого никак. А вообще, Никак. послания вот эти, они насколько на сегодняшний день, я не знаю, актуальны, востребованы, что ли? Вот я, если вспоминаю, да, лет 5 назад, мне кажется, больше было к ним внимания. Тебе так не кажется? Да, я думаю, по-прежнему к посланиям, конечно, значительное внимание приковано и не только у политизированных граждан, но и у населения страны. Все-таки люди отдают отчет, что реальная власть, реальные финансы сосредоточены в руках президента и его команды, так скажем, то есть в исполнительной власти. Поэтому от него ждут каких-то векторов, маркеров, конечно, обращать на это внимание. С другой стороны, конечно, да, вот этим посланиям больше уже не верят. Смотря как они структурированы, впрочем. Бывает нормально структурированное послание, а бывает просто поток каких-то мыслей неоформленных. Слушай, ну раз уж мы затронули тему посланий, вернемся к нашему республиканскому посланию, которое Ради Хабиров зачитал перед Новым годом. Правда, довольно много времени прошло, но тебя же у нас в эфире не было с тех пор. Ты как вот то послание Ради Хабирова оцениваешь с точки зрения драматургии, с точки зрения содержательной части? Ну, да что-то довольно много времени прошло, что теперь говорить. Драматургия была поставлена, вот попытка поставить ее технологически, это уже все отмечали. Ну, конечно, это предвыборное послание. Как вот я тогда его оценивал в декабре, так и сейчас оцениваю. Чисто предвыборное послание. Ну что ж, тогда перейдем к текущей нашей повестке. В центре внимания нашей радиостанции и многих других СМИ ситуация в Сибае, тем более, что эта ситуация, она вышла уже за пределы республики, да, то есть и до Путина информация дошла. Вчера, находясь у нас в студии, профессор Сафаров, доктор химических наук, да, Марк Сафаров, предположил, что такими темпами, которые сейчас используются, проблема не будет решена к 20 марта, просто потому, что, в общем, недостаточный объем работ производится. Но при этом Хабиров и ранее требовал, да, к 20 марта снять вопрос со смогом, затопив карьер. И вчера в очередной раз повторил, буквально вот через пару часов после нашей программы, что он настаивает на решении этой проблемы. Так вот, Сафаров видит в этом интерес собственников в продолжении разработки этого карьера. То есть то, о чем нам, в принципе, не говорят. Якобы, что если затопить по-быстрому, да, проблему с дымом можно снять, но тогда сырьевая база комбината полностью будет недоступна для разработки.
Вот на твой взгляд, может быть действительно такая подоплека у этой истории? Я думаю, да, потому что работы в шахтах продолжались, и после закрытия открытых, так сказать, работ, извиняюсь за тавтологию, в самом карьере. И поэтому опасения Марскеля Лязовича вполне имеют место. Вот тем более, что я вот постоянно отслеживаю некоторые публикации в группе Сибай-Дыши, там Мгм. активисты, ну не только в группе Сибай-Дыши, и в других группах, некоторые активисты стали довольно уже серьезными, ну если не сказать специалистами, ну так скажем, продвинутыми в этом деле. Если раньше все мы там были дилетанты, после этого люди начали читать литературу, сначала простую, популярную, потом техническую, сложную, копаться в законах, в нормах, стандартах и так далее. Вот там, например, на Давай этой поподробнее, неделе... да, что удалось выяснить, прям интересно. Да, ну что пожар в шахтах, конечно, происходит, именно в шахтах самих. Вот как там люди работают, непонятно. Активисты жалуются, что доступа к информации нет, людям запрещают говорить. Чуть не подписку о невыезде. Тьфу, подписку о неразглашении То есть в берут самом у Сибае работников. есть те люди, которые, в принципе, там внутри гуще событий находятся, но им говорить нельзя. Да? Это Мгм. прежде всего работники карьеры. Вот. Вот, и у людей по-прежнему, вот у сибайцев, ну и у других, вот у меня тоже в частности, вопрос вот о том, что правильно ли были подобраны способы ликвидации очагов горения и тушения, вот, то есть вот, то же самое подтопление. Вот мы видим, что и Ради Хабиров даже вот иногда нет-нет, да и обронит это, что вот быстро нельзя, потому что это приведет к паровому эффекту, может привести к эффекту взрыва. Но все равно же они делают только так, именно так. Люди, активисты требуют у ГОКа, у Сибайского филиала, у института Уралмеханобр, дайте нам, покажите проект, покажите заключение, обоснование, покажите прогнозы. Им не дают, говорят, что это все засекречено. И не позволят дать. А может быть, причиной засекреченности что-то еще такое, да, вот чего мы вообще не имеем, о чем мы не имеем представления? Условно говоря, что там может добываться что-то вот непростое, например. Ну, здесь можно Или только чисто экономика. здесь можно только гадать, честно Мгм. говоря. Полно было фильмов на эту тему, особенно американских, где там корпорации прятали свои темные делишки попутные. Кто-то там оружие хранил, кто-то уран добывал еще попутно. Но здесь, по-моему, ничего такого нету. Мгм. На твой взгляд, насколько эта ситуация руководство республики, в частности, беспокоит на сегодняшний день, то есть на серьезном уровне? То есть, Беспокоит только с той точки зрения, вот прежде всего, команду Ради Хабирова, с точки зрения его предвыборного рейтинга. Я согласен с некоторыми политологами, в частности, с Дмитрием Михаличенко, который утверждает, что Сибай это все, это конец медового месяца Хабирова. Что бы он ни делал, как бы он ни говорил, виноват ли он, не виноват. Вот это их беспокоит, но только это. Я уверен, что какие-то там человеческие чувства здесь у них отходят на второй и на третий план, потому что в Кремле тоже эта ситуация уже обеспокоена. мгм. Именно из-за политических издержек и между региональной властью, а вслед за ней и федеральной властью. Вот здесь возникает вопрос, да, конкретно физически эта проблема затрагивает конкретных жителей, да, там несколько, ну пусть будет десятков тысяч человек, жителей Сибая. Вся остальная республика, в общем, об этом только слышит из СМИ, да, ну, возможно, у кого-то родственники есть, еще рассказывают. Разве может проблема вот этих нескольких десятков тысяч реально повлиять на исход выборов? Разве не живут наши люди зачастую по принципу «моя хата с краю», то есть меня не трогает, значит, все хорошо? Но так происходит в обычное спокойное течение времени, когда происходят какие-то локальные, может быть, вещи, и взрыв сочувствия, скажем, проявляется только в короткий промежуток времени. Но здесь мы имеем с трагической ситуацией, которая длится уже третий месяц. У людей, даже у сочувствующих, терпение кончается. И я не думаю, что население нашей республики, да и России уже это испытывает какой-то стокгольмский синдром и начинает там обвинять самих сибайцев. Наоборот, скорее всего, они видят, как действует власть, как она, вроде пытаясь решать какие-то проблемы, больше говоря о том, как она их пытается решать, с другой стороны, ведет целенаправленную пропагандистскую кампанию, в которой обвиняет и сибайцев, и других людей, которые активны в обсуждении этой проблемы, там, в фейках и так далее. Я вот имею в виду последние передачи на БСТ, который снова превратился, канал превратился снова из полусми, которым он был при Хамитове,
превратился в рупор пропаганды наподобие федеральных телеканалов. То По есть крайней мере, некоторые передачи, которые касаются Сибая. вот в частности выступление Шамиля Валеева, где он озвучил мысль, что все протесты — это финансируемые кем-то акции. Вот это в том числе, да, ты имеешь в виду? Ну и не только это. А, кстати, как ты Но относишься вот это к этому тоже. тезису, что действительно кто-то может стоять извне за вот этими попытками акций протеста и реальной акции протеста, которая там была? Здесь надо смотреть на то, что происходит реально. Реально есть возмущение. Я вот не согласен с тем тезисом, когда вот люди, выступающие в этой передаче, заявляют, что, скажем, уфимские там какие-то Политтехнологи. блогеры и, возможно, политтехнологи стали обращать внимание только в феврале. Неправда, это с конца декабря еще обратили внимание, все мы об этом и писали, и возмущались в своих постах. Но ты Вот. допускаешь все-таки мысль, что кто-то может действовать за деньги, то есть не из-за каких-то конкретных человеческих побуждений, скажем, да? Ну, у нас все можно допустить. Вполне допускаю, что и здесь тоже есть какие-то, скажем, люди такие. Некоторые политологи говорят, что у Хабирова может появиться какой-то серьезный соперник, или, по крайней мере, о том, что ему попытаются люди, которые его, скажем так, условно, в Москве не любят, Мгм. в верхушке есть такие, попытаются ему осложнить предвыборную кампанию. Ну, такое вполне может быть, конечно. Также были и... Осложнить только или ос- реально какую-то альтернативу внедрить, чтобы... Нет, я не верю в появление какой-то реальной альтернативы, потому что Кремль так играть не будет. Возможно, даже и это быстро кончится уже, Мгм. вот эти попытки осложнения, потому что Кремль таких вещей, собственно, не любит. Но вот те люди, которые сейчас оглашают вот такие тезисы, что там все куплено за деньги, и, там, и говорят, что какие-то спецслужбы просекут быстро ваши аккаунты и так далее. Ну вот они тоже могут заиграться в своих таких вот угрозах, вот, потому что мы же видим то, наоборот, что так называемая часть уфимской благосферы активизировалась на этот счет, стала защищать и мэра Сибая, стала защищать республиканскую власть. Ну, это те люди, которые изначально были на стороне Ради Хабирова. Вот я не знаю, там, платят ли мне или не платят, у меня никаких доказательств нет. Это вообще не моя проблема Мгм. и не является предметом моего, так скажем, профессионального интереса. Ну, просто знаю, что рано или поздно все станет, все явное, все тайное станет явным. Они или сами проболтаются, кто кому там платил и за что, за какие посты и участие в телепередачах, или их сдаст какой-нибудь Ростислав Мурзагулов в своих очередных залихватских мемуарах, или же, что тоже вероятно, в Уфе найдутся какие-нибудь анонимусы, шалтай-болтаи, которые взломают их все переписку и выложат все расценки, все договоренности и так далее. Мгм. Вот, то есть это обоюдоострая такая вещь. Я бы не советовал ей увлекаться. Вот раз уже упомянули мэра Сибая Авзалова, да, случилось так, что вот он нехорошими словами обозвал активистов, после чего Хабирову пришлось извиняться от его имени, да, перед жителями. При этом мэр продолжает работать. Вот что происходит между главой республики и главой города? Это, я не знаю, там все спланировано, все так и должно быть, или это какие-то спонтанные эмоциональные высказывания с одной стороны и с другой стороны? Э, Эмоциональные, конечно. И здесь все имеет место, я думаю. Вот. Ну, прежде всего, мэр был назначен еще при Рустаме Хамитове, так мгм. скажем. Утвержден сити-менеджером на сессии Горсовет. райсовет, но с подачи все равно администрации Рустама Хамитова. Вот. Ему, конечно, не повезло в том смысле, что вот администрация новой команды его оставила у власти, так сказать, условно. Мы чувствовали, потому что были упреки в его сторону еще не по карьеру, и ранее тоже в течение вот последних 2 месяцев По ситуации в Зауралье. 18 года, Мгм. да. Вот, и неоднократно его Хабиров предупреждал публично, мол, вы не смеете там мне неправду говорить, для вас это такая вот проверочная ситуация. Вот. Я думаю, что сейчас он, конечно же, вот с 15 января, так скажем, с момента первого визита команды Хабирова в Сибай, он строго, скрупулезно исполняет все рецепты, которые ему дали там администрации. Рядом там постоянно с ним надсмотрщик замглавы администрации, по-моему, он там уже оттуда не выезжает. Вот другие люди
Вот. Он делает все, что в его силах, и что позволяет его собственный и культурный уровень, и управленческий уровень. То есть Не больше он того. больше молодец, получается, да? Вот в А? нынешней ситуации, имея нынешние полномочия, мэр Сибай, он по большому счету прав, на твой взгляд, получается. Нет, он не прав, конечно. Нет, не Потому прав что он молодец с точки зрения, может быть, команды Хамитова там, и таких вот провластных политологов, которые оценивают его работу. Мгм. Вот, да, он молодец, но он не находится между молотом и наковальней, так скажем. То есть? Он, если вместо молота взять, скажем, какой-нибудь бур, отбойный молоток, он вот на самом конце байка находится. Но М. все же он не находится между вот этими враждебными средами и принимает удары с двух сторон. Он выполняет ту задачу, которую ему поставили. Боек, прежде всего, и стачивается, и потом его сверло стачивается, там, или что, как угодно назовите эту деталь. Его первым делом и выбрасывают, и заменяет. Но бойком он все равно остается. Вот. А на его месте, если бы он действительно решил бы пойти на стороне населения, он бы давно возмутился, сам бы подал в отставку и рассказал бы все, что творилось, как его заставляли, как ему выкручивали руки то руководство комбината, то руководство республики. А такая Но он практика это не существует у сделал. нас в Башкирии, вообще и в России В в целом? Башкирии, в России такая практика бывала раньше. Единичная, но бывала. В Башкирии нет. А по статусу, по уровню полномочий нынешний глава Сибая, он похож на условного главу Сибая там в конце 90-х и в начале нулевых? Мне сложно ответить на этот вопрос. Конечно, как скажем, как сказать, у нас, как известно, до 2006 года органы местного самоуправления вообще их не существовало, по крайней мере, на уровне городов и районов. Они входили в систему органов государственной власти, и специально насчет них была глава в местной конституции, органы местной государственной власти. Они входили строго в управленческую вертикаль. Ну, то есть они работали в администрации президента республики, условно. Фактически, да. Фактически, да. Их назначал президент. Мгм. Вот. Но Муртаза Рахимов в свое время давал им довольно большие полномочия и довольно большую свободу действий. Конечно, он их и снимал, по первому, не то что по первому капризу, а по первому какому-то провалу серьезному такие случаи бывали. Вот. Но они пользовались полной свободой и были самовластными хозяевами фактически на своей территории. То есть Вот нынешние так, все-таки в полномочиях ущемлены относительно того времени. Я думаю, да, в чем-то они ущемлены. Это парадокс, конечно. Местного самоуправления не существовало, но в Так и итоге... не существует по факту. Да. На бумаге есть? Тогда и на бумаге не существовало. Но, тем не менее, местные властители вели себя как это довольно свободные такие. Ну, возникает в итоге вопрос, а что же тогда лучше, да? И тогда не существовало, но тогда у них было больше полномочий для решения. И сейчас не существует, но сейчас они, по сути, как бы без рычагов. Фактически в условиях республики какой лучший вариант? Выборы только, прямые выборы и все. А если из этих двух вариантов-то А выбирать? из двух это уже мы замучились выбирать, наблюдая, как нам предлагают то это, то другое, то третье, и все фактически в рамках одной управленческой вертикали. Мы не хотим больше выбирать между такими вариантами. По крайней мере, я так настроен всегда был. Да и другие люди, многие очень настроены на то, что нужны прямые выборы. Вон в Челябинске на днях кто прошел митинг, там убирают, по-моему, выборность мэра. Вообще, я посмотрел на карту. В городе Челябинске? Да. Угу. Я посмотрел на карту России специально по этому поводу. Там, по-моему, уже меньше десятка городов осталось, где существуют прямые выборы мэров. Остались. Ой, ну республики-то здесь вообще как бы сложно на эту тему даже мечтать, ведь у нас не было их никогда. Не было. В принципе, даже. Сейчас формально по закону у нас больше демократии, чем было в 90-е и в начале нулевых, как мы уже выяснили. Вот. Вот у нас выборы в конце этого года, в сентябре. Какие-никакие, да, все-таки выборы главы региона. На сегодняшний день с этим все очень тихо, да, то есть альтернативных кандидатов никаких мы не слышим, никто не заявляется об амбициях, ну, кроме Рафиса Кадырова, пожалуй. Ты ждешь, что все-таки кто-то возникнет не из администрации президента, а вот все-таки откуда-то из чистого поля, да, какой-нибудь человек из бизнеса, я не знаю, из политики прошлых лет, возможно. Ну, вот раньше, что Рафис Кадыров. Вот, ну, знаете, вот в других регионах еще можно было бы такое наблюдать, и на это надеяться кому-то. Тем более сейчас
такая новелла обсуждается, что количество требуемых подписей муниципальных депутатов, то есть, будет снижено аж в 2 раза. То есть муниципальный фильтр будет сокращен. Но у нас настолько превосходство Единой России в местных советах, что не поможет. Хоть в 3 раза сокращая фильтр, Да. все равно недостаточно будет. Ну, разве что коммунисты могут быть. Но способны ли нынешние коммунисты выдвинуть реальную альтернативу или хотя бы такого полноценного спойлера? Потому что в последние годы у нас на выборах главы региона выдвигались даже не спойлеры полноценные, которые при определенных условиях, скажем, когда пойдет что-то не так, форс-мажор какой-то, способный вдруг перейти в разряд самостоятельных, относительно самостоятельных фигур, как это было в Приморье, там, на Алтае. У нас даже таких не выдвигалось. Отсутствует совершенно... Продолжим с этого опыт. момента. После перерыва на новости у нас в студии Артур Асафьев, напомню. В Москве 13 часов 30 минут. Добрый день. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Россияне уже в этом году должны почувствовать реальное улучшение жизни, пообещал президент Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что в первую очередь за изменения к лучшему в стране отвечает правительство. Президент указал, что работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной и энергичной. Путин также призвал пересмотреть критерии уголовного преследования бизнеса. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статью, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры. Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась. Согласно сегодня почти половина дел, 45%, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. Но что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту цифру. Это становится серьезной проблемой для экономики. Кстати, более половины россиян, 62%, не верят в то, что в России можно вести честный бизнес, показал опрос в ЦИОМ. Положительный ответ на вопрос социологов дали 34% респондентов. А большинство опрошенных, 89%, относятся к предпринимателям положительно, сообщает РБК. Следственный комитет просит суд арестовать мать 6-летнего мальчика, который провел ночь в парке Лосиный остров с мешком на голове. Как отмечается на сайте СК, в отношении женщины расследуется дело о покушении на убийство. По данным следствия, рассказ ребенка противоречит версии матери, которая утверждала, что мальчик убежал от нее в лесу. Служба безопасности Украины объявила в розыск Олега Иванникова. Предположительно, это офицер ГРУ. Его называют ключевым фигурантом дела о катастрофе малазийского «Боинга» в 2014 году над Донбассом. Иванникову инкриминируются статьи УК о создании террористической организации и ведении агрессивной войны. Министерство обороны просит ритейлеров дать скидки гражданам, награжденным орденом мужества и медалью за отвагу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Министерстве обороны. Издание ознакомилось с текстом письма, который получил исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. В письме уточняется, что предложение носит рекомендательный характер. В Москве в ближайшие сутки облачно, снег, местами сильный и метель. Температура и ночью, и днем 0-2 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на «Эхе Москвы» в Уфе. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин.
Открой журнал «Дилетант», познай свою страну, ощути ее причастность к мировым событиям и оцени историческое предназначение. В журнале ты найдешь ответы на загадки истории, инфографику и красочные иллюстрации, историю, оружия и еды. Увидишь исторические события в комиксах, разгадаешь кроссворд, узнаешь о новинках кино и литературы, куда сходить и во что поиграть. Журнал «Дилетант» проведет тебя по лабиринтам истории и поможет понять суть событий. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Приговор. Хөкем. Отмена приговора. Хөкемді юққа сығару. Отмена приговора. Хөкемді юққа сығару. Общественнику из Башкортостана отменили приговор за репост. Башқұртыстанда емғият ішмәкәрінә репост үшін қаралған суд хөкімі юққа сығарылған. Общественнику из Башкортостана отменили приговор за репост. Башқұртыстанда емғият ішмәкәрінә репост үшін қаралған суд хөкімі юққа сығарылған. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. А мы продолжаем программу «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии обозреватель портала «Идель Реалии» и журналист «Радио Свобода» Артур Асафьев. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram, Фейсбуке и на Ютубе. Прямая трансляция. Заходите, присоединяйтесь, ставьте лайки и комментарии оставляйте. Только и там я на «Иделе Реалии» не обозреватель, а просто корреспондент. Корреспондент. Конечно. Ну, окей, пусть будет так. Значит, уходя на перерыв, мы остановились на теме выборов в республике и, в общем, затронули тему Компартии. Да? Вот у меня вопрос созрел. Это то, о чем ты говорил, да, что вот партия не выдвигает у нас в республике достойных кандидатов. Это именно вот особенность нашей ячейки республиканской? Или это вообще все-таки Компартия вся такая по стране? Ну, здесь опять-таки есть два аспекта, так сказать. Во-первых, конечно, особенность этой нашей ячейки. Потому что после того, как республиканские власти еще вот как раз при Муртазе Рахимове, при Ради Хабирове выжили последних видных таких вот коммунистов, которые были фигурами в политическом поле. Я имею в виду Валентина Никитина, Рената Габидуллина. Вот после этого у нас нет таких вот ярких фигур во главе партии. И это безвременье такое вот у них продолжается уже больше 10 лет. Угу. Ну, а среди молодежи никто не подрастает в этом смысле? Подрастает, но может у них пока не хватает кругозора и эрудиции, но, конечно, подрастает. Мы же видим, что среди молодых там, например, Альберт Рахматуллин выделяется. Угу. Он, кстати, может быть, попробует и выдвинуться. Только непонятно, каким образом от Компартии, где у него, насколько я знаю, бывает иногда довольно натянутые отношения между ним и Мерзковым. Вот. Ян Двинский тоже самое. Вот, вполне эрудированный молодой человек, энергичный очень. Вот. Но обладает ли он такой необходимой поддержкой среди членов пленума и бюро? А вот если сравнить вот эту, какую уж имеем, да, Компартию республиканскую с другими партиями федерального значения, имеющими республиканские ячейки, не кажется ли тебе, что все-таки на этом фоне Компартия, она все-таки более или менее похожа на политическую силу? Конечно. У нас, да. У нас она похожа. В других регионах там где-то активно по-прежнему действует «Справедливая Россия» и не на шутку борется там с «Единой Россией» на местных, на региональных выборах. Где-то «Патриоты России» весьма сильные и активные. Где-то и ЛДПР даже. Ну вот мы видели. Это от людей зависит, которые как раз-таки составляют вот костяк партии на регионах? От людей и от местной ситуации, конечно же. Вот. То есть конкурирующие структуры в администрации? Да, вовлеченность, так скажем, федеральных политических структур в процессы, которые идут в том или ином регионе, она разная. Вот. И, у нас регион не относится к числу таких вот ключевых, суперключевых.
чтобы кто бы там ни говорил, важных очень регионов. Он не Татарстан, не Приморский край. Мгм. То Вот есть, даже поэтому несмотря здесь- на то, что поэтому больше здесь- людей живет, и мощь определенно есть, все-таки считаешь, что нет, не ключевой. Потенциально он может быть ключевым, но он уже очень долгое время находится в таком состоянии потенциально ключевого, но никак им стать не может. То ли йода не хватает у нас у всех. Это шутка, полушутка. Ну, как бы шутка-то шутка, а причина-то где? Причины в 90-х, там, в Муртазе Рахимове, грубо говоря, или все-таки это позже случилось? Вот эта деградация некая? Или это всегда были мечтами, к которым мы лишь хотели стремиться, но в результате это было, я не знаю, воздушные замки были? Ну, этим вопросом задавались и раньше, конечно, политологи, почему вот Башкирия все время так вот находилась в хвосте, так сказать. И что демократических реформ, что еще тогда. Помню, но у нас все это ломалось довольно как-то вот неожиданно. Мгм. Ну, скажем, возьмем 89-й год. Вот в стране перестройка. Не просто перестройка, даже не просто демократизация. Там где-то уже война идет на Кавказе между Арменией и Азербайджаном. Прибалтика уже явно уходит. Украина кипит. Ну, или начинает, по крайней мере, закипать. Вот. А здесь сюда приезжает секретарь ЦК КПСС Малоенков. Говорит, у вас так все тихо, спокойно, спокойствие какое-то. Потом бах, проходит 2 месяца каких-то, все, и весь обком выходит в отставку сразу же. И Компартия вообще сразу и окончательно утрачивает власть в республике. Мгм. Если там еще, допустим, в Татарстане Ментимер Шаймиев оседлал процесс и из кресла первого секретаря пересел в кресло председателя Верховного Совета, потом стал президентом, у нас вот сразу так вот все это. Компартия ушла абсолютно от власти. Связано ли это с тем, каков у нас национальный состав в процентном соотношении, что мы все-таки очень этнически неоднородная республика? Я да? думаю, связаны. По крайней мере, еще раньше западные политологи писали, что вот такую устойчивость политической ситуации в Башкирии придает то, что у нас вот 3 большие группы населения. И бывает так, что вот активисты и иных групп периодически заключают между собой какой-то временный союз. Мы это не раз наблюдали. 2 группы заключили ситуативный временный союз против 3-й. Мгм. Иногда это было связано с языком, иногда это было связано с процессами децентрализации или, наоборот, излишней централизации. Я думаю, это действительно один из факторов такой вот устойчивой обстановки. А как вот в связи с этими тезисами ты оцениваешь деятельность, активную общественную, политическую деятельность Айрата Дильмухаметова, который, в общем, заявляет о политических амбициях в том числе? Я позитивно оцениваю его деятельность, потому что он действительно продвигает вперед вот башкирское национальное движение. Он пытается, по крайней мере, продвинуть и там, концептуально как-то. И, может, у него, конечно, не хватает сторонников. Почему вот это важно? Ну, отчасти это может связано с какой-то, может быть, прямолинейностью характера. Ну, не хочется, конечно, обсуждать с глаза. Мгм. Именно категоричностью ее каких-то высказываний, а с другой стороны с радикальностью, потому что, ну, политик, который слишком рано может высказывать какие-то идеи, он всегда сперва на начальном этапе оказывается в одиночестве с небольшим количеством сторонников. И нужны какие-то вот радикальные сдвиги, чтобы количество его сторонников вдруг резко увеличилось. Вот в условиях Башкирии, да, с ее особенностями, какие должны произойти сдвиги, чтобы что-то менялось? Чтобы, например, количество сторонников Дильмухаметова увеличилось? Или еще что-нибудь такое важное в тектоническом смысле произошло? Ну, здесь вы Только экономика, заставляете от прогнозирования к некому фантазированию даже перейти. Не будем, то есть, это делать. Ну, это неблагодарное дело, как сказать. Сейчас многие очень говорят о том, что Россия как-то может не устоять в своих нынешних границах. Вот, есть такая вероятность. Я думаю, это может произойти, если резко упадет уровень жизни, это во-первых. Опять же, экономика та же самая. Да, экономика. И деградация по полной социальной сфере.
Вот. И на этом фоне, конечно, возникнут те требования, которые возникли уже в Советском Союзе у республик в конце 80-х годов. Отдайте нам остатки наших полномочий, остатки наших богатств, мы сами ими распределимся. Никуда выходить не будем, допустим. Кайрат же тоже для Мухаметов говорит, что мы никуда не собираемся уходить, мы собираемся переучредить федерацию, но уже на договорных началах, и о том, что мы сами будем распоряжаться своими богатствами. Ну, вот смотри. Вот тут, кстати, если к Сибаю перейти, он, по-моему, вчера сказал так вот, что этого бы не было в Сибае, и УГМК так вся спокойно, вольготно не была, если бы все оставалось под контролем республики. Ну, здесь я с ним не очень согласен, потому что и при Рахимове в начале 90-х годов, вот, когда нам именно принадлежали республики, все эти рудники, карьеры, там что было на должном уровне техника безопасности, не так разве разрушалась природа, там, то есть ущерб наносился и природной среде, и среде, и людям. На самом деле все было то же самое. Это не зависит от того, кому принадлежат. Это зависит от системы хозяйствования, от системы сложившихся экономических отношений. Угу. Ну, вот мы упомянули Муртазу Рахимова. У него юбилей был в начале этого месяца. Большинство СМИ об этом написали. Блогеры особенно подхватили эту тему. А ты человек, который известен как последовательный критик его, да, во все времена. В общем, довольно-таки, ну, прямо критиковал, работая в разных оппозиционных, в том числе, изданиях. На твой взгляд, что сейчас происходит? Вот почему так? Да, почему все как один, ну, может быть, не все, конечно, но очень большое количество людей, лидеров общественного мнения, вот взялись так, я не знаю, хвалебные оды писать первому президенту? Ну, я бы не сказал, что это большинство. Заметное количество, это да. Но это количество резко возросло по сравнению с тем, что было 5 лет, например, да, на 80-летие Муртазы Рахимова в социальных сетях. Или я ошибаюсь? Заметно больше, конечно. Вот. Это о чем говорит? Здесь пример подал сам временно исполняющий обязанности. То есть сначала люди помнили, что он был довольно, ну так вот, трагически, что ли, или трагикомически изгнан с должности. То есть Рахимов же был не против, если не за. И был и преследуем, и исключали его из партии, и уголовное дело возбуждали. Вот поэтому люди сначала во время прихода, когда появились уже отчетливые признаки, что он вот-вот будет назначен, и в первый день, когда назначен, люди пока молчали. Вот они ждали, что будет. Ну, буквально в тот же день он встретился с Муртазой Рахимовым и подал отчетливый сигнал, что он хочет заручиться его поддержкой, симпатиями того электората, который по-прежнему уверен и чтит, так сказать, значит, чтит первого президента республики. Вот. И после этого, конечно, как по команде все. То есть можно предположить, что многие из этих вот отзывов, они на самом деле не искренни, конъюнктурны, скажем, с учетом веяний времени. Отчасти да. Во многом даже, можно сказать, эти отзывы, конечно, конъюнктурные. Но вместе с тем у Муртазы Рахимова осталось достаточно много, я думаю. И вообще люди склонны же забывать плохое. Склонны помнить хорошее. Больше помнить хорошее. Вот они помнят дороги, газификацию, еще. А насколько это справедливо, кстати, относить и сопоставлять непосредственно с работой Рахимова? Дороги, газопроводы. Но у него действительно ведь была такая идея фикс, что дороги нужно проложить, и газификацию тоже нужно довести до последнего села. Хотя он никогда не утверждал, что надо делать это 100%. Он, по-моему, говорил, что где-то на цифре 80% газификации можно вполне остановиться. Вот. Но мы же, вот те, кто изучал и работал в это время, изучал ситуацию, мы же помним, что газификация и дорожное строительство во время его второго, третьего срока практически остановилось. Процессы пошли обратные совершенно. Школы массово стали закрываться не при Хамитове, при Рахимове еще. Больницы стали сокращаться не при Хамитове. Процесс начался опять-таки еще при Муртазе Рахимове. Вот много началось такие вот деградационные процессы в экономике республики. Началось во время второго срока. Я помню, что первые списки, так сказать, больших масштабных продаж республиканских активов на сторону, то есть российским олигархам, финансово-промышленным группам там, и так далее,
мы составляли еще во время второго срока Муртазы Рахимова, то есть с 98-го где-то по 2003. По 2003, Да, да. и они были уже довольно масштабными, списки вот эти. Это, То есть это как- снизу даже происходило, да, еще до прихода Путина в Кремль, получается так? Ну, Путин уже почти, практически тогда уже пришел, оставался год только до его прихода, когда вот Муртаза Рахимов переизбрался на второй срок. Через год уже Путин пришел. Но ведь и Путин с первых дней не мог повлиять на столь такие мелкие относительно Кремля процессы, как продажа каких-то предприятий там какого-то региона. Ну, конечно, это... Ему тогда было не до того. Мгм. Активно он в эти процессы начал вмешиваться только после 2002 года, примерно, 2003. Когда его команда разобралась, так сказать, с группой самых таких больших олигархов, с семеркой. Мгм. Как там? Семибанкирщина. Семибанкирщина называлась. То есть Ходорковский, Смоленский, Гусинский. Березовский, Гусинский. И вслед за этим уже обратил внимание на регионы. Вот после этого началось. Мгм. На сегодняшний день те ресурсы, да, которые есть у республики, непосредственно у руководства республики, на твой взгляд, они несоизмеримо меньше, чем было еще во времена Рахимова? Или все-таки того, что есть на уровне региона, достаточно, чтобы можно было, ну, при желании, конечно, при соответствующих усилиях что-то изменить на уровне отдельно взятого региона в лучшую сторону? Ну, я не экономист, чтобы так вот детально ответить. Ну, политические я вот какие-то продолжу моменты. вот предыдущий свой спич. Я не успел сказать, что Мгм. когда вот Хамитов пришел в 2010 году, и он позвал сюда Степашина, Посчитать. да, посчитать председателя счетной палаты, и по нефти посчитать, и по лесу, и по полезным ископаемым. Там были сумасшедшие цифры, что Степашин публично, не скрывая ничего, заявлял у нас в Уфе, что республика лишилась тут такой-то доли лесных богатств, такой-то доли нефтепереработки, такой-то доли добычи прочих ископаемых. По-моему, насчет лесной отрасли он вообще говорил чуть ли не 100%, хотя в это с трудом, конечно, верится. Может, где-то были преувеличения, но я помню, что цифры были масштабные. А почему эти цифры прозвучали, и никаких после этого действий, оргвыводов не последовало? А потом, по прошествии нескольких лет, все критиковали Хамитова, что вот он якобы постоянно критиковал предшественника, а сам ничего не делал. То есть, условно говоря, Хамитов, сказав А, первые свои там год-два работы, да, дальше не сказал Б, в общем, и никаких дальше итогов и выводов не было сделано. Ну, потому что нет смысла противостоять объективным таким экономическим процессам, когда Москва по-прежнему стягивает под себя все ресурсы, все возможные активы. Вот. Москвичам самим уже тесно, да, давным-давно. Они стремятся и за пределы России, и в регионы, естественно. Поэтому это больше были такие вот заявления на публику, чтобы резко противопоставить новопришедшую власть старой, которая вот здесь все развалила, распродала, а новая этим заниматься не будет. Мгм. Администрация Хабирова и Хабиров непосредственно сейчас наступает на эти же грабли или нет, на твой взгляд? Здесь маркером Шиханы будет, прежде всего. Ну, может, мы не все, конечно, знаем. Вот эта покупка рудников месторождений в Абзелиловском районе тоже о чем-то, конечно, говорит. Мгм. Это вот последняя где-то информация, да, целая дополнительная. компания, Мгм. А решение, которое сейчас по Шиханам вот уже озвучено, да, оно, на твой взгляд, еще не окончательное, получается? Трудно сказать. Трудно сказать. Здесь надо обладать определенными инсайдами. Мгм. Многие считают его окончательным, на самом деле. А тот Вот, факт, что Сода замолчала вообще, это о чем-то тоже говорит? Или просто они взяли паузу до выборов, попросили их, например, об этом настоятельно? Нет, не буду гадать здесь. Мгм. Возвращаясь к федеральной повестке, значит, вот по Путину, конечно, подробностей у нас пока нет по сегодняшнему, но есть у нас вот несколько событий, которые произошли в последнее время. Статья Владислава Суркова наверняка читал, да? Читал. Это письмо непосредственно Путину или это, я не знаю, там для элит какое-то послание? На твой взгляд, что это было? Я думаю, прежде всего, это, конечно, Путину письмо. И своим немногочисленным, может быть, сторонникам или покровителям в элитах. Почему человек вынужден такие письма писать, да? Почему нельзя, я не знаю, там, взять трубку и позвонить Владимиру Путину и сказать, что думаешь?
Но это, возможно, это просто неприемлемо, не является приличным. Напрямую взять и позвонить президенту, напомнить о себе. Мгм. Вот. Есть определенные регламенты поведения, ритуалы. Вот. Сурков сейчас находится вот на украинском направлении, не больше того. Ну, а может, отчасти еще на Северокавказском. Я не знаю, сузились его функции по сравнению с 2014 годом или остались такими же. Слушай, ты по Украине, да, довольно-таки глубоко погружен, вот насколько я знаю, в ситуации. Ты чего ждешь от выборов на Украине? Сменится президент страны? Я полагаю, что нет. Все-таки нет. Да, но в Украине такая же, ну, похожа пока еще на нашу политическую систему. Конечно, она куда более свободная. Там существует борьба различных и олигархических групп, и кланов. Вот с этой зрения, она, когда, вот, я бы так выразился, она динамически устойчива. Мгм. Все-таки. И Порошенко обладает наибольшим весом все-таки. Его команда. Но второй тур будет наверняка, да? Второй тур будет, безусловно. Мгм. Так, значит, при всем при том, что вот мы сейчас говорим про Путина, да, у него рейтинг, по данным опросов, снизился до исторического минимума, до 33%. Вот ты как-то замечаешь, я не знаю, в обществе сам факт снижения этого рейтинга, или просто произошло то, что люди стали честнее, что ли, отвечать на вопросы во время социологических исследований? Что поменялось-то в стране условно за полгода, когда рейтинг был выше 60%, а сейчас 33%? Вроде как жили, так и живем. Ну, я вот так скажу, что по моим наблюдениям, по разговорам, я в последнее время не слышал ни одного хорошего слова в адрес Путина от людей, от самых разных. Вот вообще. Не то, что это было сказано где-то как-то между делом, там, потому что бывало такие раньше, вот, скажем, с 10 людьми побеседуешь в течение недели, там, или нескольких дней, хоть один, хоть немножко да скажет, там, Путин молодец в чем-то, том-то и том-то, похвалит его внешнюю политику. И так Например, далее. да? Мгм. Вот сейчас я не вывожу людей специально на эти разговоры, но я просто фиксирую, что такого нету. Просто-напросто. Это кончится тем, как обычно, то есть произойдет нечто важное во внешней политике, чтобы рейтинг поднять, или это уже все-таки такой звоночек, что какой-то, я не знаю, разворот произошел непреодолимый? Мне интересно, чем дело кончится в Америке, Мгм. прежде всего в Соединенных Штатах. Вот когда, наконец, Конгресс разберется с Трампом и правоохранительные органы, и все-таки либо заставят его Признать? окончательно занять вот решительную позицию, то есть будут введены новые санкции и так далее, вот, которых наша экономика уже может действительно не выдержать. Вот настолько мы взаимосвязаны просто вот, и с внутриамериканской ситуацией получается. Мгм. От этого все будет зависеть. Многое, по крайней мере, будет зависеть. Что бы там ни говорили патриоты и сторонники там, независимого пути какого-то развития. Вот у нас изоляции. еще есть 3 минуты, и хотелось бы еще один вопрос нашей местной повестки. Дело общественника, да, Сагита Исмагилова пересмотрено в суде и отменен приговор о штрафе за репост в социальной сети ВКонтакте постов, которые якобы разжигали там неприязнь к татарам. Дело, за которым ты следил внимательно. На твой взгляд, это вот отмена приговора, это вот формальность, да, то есть смягчили статью 282 и, в общем, суд пошел на это? Или тут что-то более глубокое есть? Я думаю, вот формальность просто. Действительно, как вот я сегодня утром с ним разговаривал по телефону, он говорит, ну тут деваться некуда было ни прокуратуре, ни суду. Декриминализация произошла, она на законном уровне президент подписал, закон вошел в силу, и куда, говорит, они против президента попрут. Мгм. Автоматически. Потому что есть такие прецеденты, они были уже в прошлом году. Мы отмечали, что в других регионах происходит уже пересмотр приговоров чисто автоматически. То есть у нас в некотором роде тот же интернет становится свободнее, вот хотя бы в этой части? Да, я думаю, у репрессивных органов есть, опять извиняюсь за тавтологию, еще достаточный букет репрессивных законодательства, чтобы они спокойно могут обойтись и без этой статьи. А если сажать по другим? Если вернуться вот к истокам дела Исмагилова, там важно было условно отдельно взятому сотруднику получить там галочку, да, в свой послужной список, или там действительно были люди заинтересованы в том, чтобы конкретного общественника там заставить молчать? Здесь и то, и другое. Конечно же, во-первых, нужен план.
таким вещам. А во-вторых, Сагит Исмагилов действительно был довольно известным, заметным активистом в башкирском движении, но был и остается. Вот, он так и объяснял возникновение самого уголовного преследования именно из-за его активности на съездах башкирского народа. А ты согласен Я с с тем, этим согласен. что, значит, вот за последние пару лет, скажем так, вот действия этих репрессивных норм, да, и конкретных судебных процессов, активность общественников действительно пошла на убыль? То есть люди стали больше бояться. Митингов стало меньше, критических каких-то статей, публикаций. Это было на первом этапе, затем люди привыкли. Человек так устроен, что он устает от всего, в том числе и устает бояться. Угу. Адаптируется в том числе. Да, адаптируется, и я не вижу, что митингов стало меньше, что по крайней мере в целом по стране. Ну и последний вопрос. В этом году все-таки выборы, да? Ты ждешь какой-то политической активности, общественных акций, тех же митингов, протеста каких-то в Уфе в том числе? Жду. Я не думаю, что, например, штаб Навального у нас как-то остановит свою активность. Я думаю, он попытается провести митинги. И, думаю, башкирское движение тоже какие-то митинги или массовые. Спасибо, наше время закончилось. Пытается. Это был журналист Артур Асафьев. До свидания. До свидания.